Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной поклон всем тем, кто делает донаты моему каналу. Мои дорогие, прошу за вас Всевышнего, чтобы вам послали в 1000, в миллион раз больше, чем вы помогаете мне и моему каналу. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Ситуация, которая неожиданно поменяет вашу судьбу. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какая такая ситуация может неожиданно поменять мою жизнь, мою судьбу? Надеюсь, вы настроились. Я выбираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что расскажет нам голубой песочек. Так, ну тут ситуация любви. Вот как хотите, любовь вышла, чаша любви и два человека над ней. Причем классическая, да, ситуация, когда женщина в семье это мать, а мужчина это отец. Видите как? Она хранит чашу. Ой, тут немножечко сбилось у нас. А мужчина хранит женщину и чашу. Понимаете? Классика вышла. Это семейное счастье. Ситуация, которая поменяет вашу судьбу, это семейное счастье. Это любовь. Любовь безумная, любовь страстная и любовь без вопросов, упреков и сомнений. Это то, что поменяет. У вас вообще тут очень интересно все вышло. Я вижу, что вы человек немножечко запутавшийся, немножечко сбившийся с пути, может быть, с истинного пути какого-то. У вас на сегодняшний день очень какое-то кризисное состояние, состояние переживаний, состояние страхов, состояние вот развилки. Да, вот идет развилка, причем эта развилка идет таким тюльпаном, причем тюльпан он не прямой, а тюльпан вот именно двойной идет. Смотрите, с этой стороны тюльпан и с этой стороны тюльпан. То есть вы вот как будто бы вы прошли часть пути и где-то посередине стоите, и вы оглядываетесь назад, и смотрите вперед, и понимаете, что это все равнозначно, как будто бы вы по кругу ходите. Вот такое у вас состояние. Кто-то просто разуверился в своем будущем, в своем счастье, в том, что жизнь как-то может поменяться. А кто-то, наоборот, не видит вообще будущего. У кого-то вот даже вот Луна, видите, идет Луна, с одной стороны Луна, с другой стороны. И кто-то находится на сегодняшний день в каком-то подавленном, загнанном состоянии. Здесь есть человек, который вот, ну, как будто бы с плеткой стоит над вами. Явно есть какой-то человек, который на вас очень сильно влияет. Либо это манипуляция, либо это абьюз, либо это какой-то, ну, не знаю, там умышленное, не знаю, управление вами, да, вот какой-то Карабас-Барабас дергает за веревочки, и вы как марионетка вынуждены подчиняться. Хотя вы понимаете, что это неправильно, что это больно, что это неприятно. То есть вы на сегодняшний день как будто бы в зависимом положении либо от конкретного человека, либо от ситуации в целом, да, вот ситуация есть, да, которая на вас давит. Ну, например, вы одинокая мама, да, с ребенком, которая зависит от ситуации, некому помочь, вы вынуждены там очень много работать, чтобы прокормить себя и ребенка. Либо вы женщина, которая только что родила ребенка, и у вас тоже никого нет, да, и есть муж, который, извините меня, там над вами издевается, веревки вьет, и вы вынуждены терпеть, чтобы не умереть с голоду, да, и просто вам некуда идти. И ребенок слишком мал, чтобы, ну, идти там, я не знаю, скитаться по людям, либо по каким-то пристанищам. То есть ситуация именно загнанности. Вот человек просто вот не видит солнца, не видит радости в жизни. Вот радуга напрочь отсутствует, да, вот спектр цветов и счастья не существует в вашей жизни. То есть у вас все один день, причем такой сумерки, какие-то сумерки. Такое состояние, как будто бы вот все серое в каком-то, может быть, дыму, в пепле, да, и вы просто постоянно живете в этом состоянии,
вы плачете, вы душевно можете плакать, вы можете страдать, вы можете, например, худеть, либо наоборот набирать килограммы, потому что у вас нету радости в жизни, да, вам не за что зацепиться, вам, вы понимаете, очень грустное состояние, я даже вот прям описываю, чуть ли сама не плачу. Сердце рвется на части, от такой тоски, хочется выть, хочется, я не знаю, разбежаться, действительно прыгнуть со скалы. То есть в какой-то момент дикого отчаяния, вот что происходит. Кстати, может у кого-то отыграться, что вот этот мужчина, он вас оставил, ушел к другой, либо вы прожили долгую жизнь вместе, да, и этот человек просто в один момент разорвал эти отношения. То есть тут еще может быть состояние, когда вы даже до сих пор живете вместе, но между вами вообще ничего нет. Каждый живет своей жизнью, каждый сам по себе. То есть женщина будущая, например, замужем, чувствует себя абсолютно одинокой. Либо наоборот, женщина, которая развелась, вынуждена проживать вместе с бывшим. И этот бывший продолжает своим даже присутствием давить очень сильно психологически и портить нервы. То есть момент клетки, причем клетка, в которой постоянно вот сжимаются вот эти прутья, да, и как будто бы давят на вас. Это ваше состояние сегодняшнего дня. Есть, кстати, еще состояние такое, я просто тоже про него скажу, когда будущее ваше, да, вот счастливое будущее, оно где-то рядом, на расстоянии от вас, да, но это расстояние, его невозможно преодолеть. Все время как какие-то огромные горы вырастают на вашем пути, которые просто уже не поддаются никакому логическому объяснению, как может быть столько много препятствий на моем пути к моему счастью. Я скажу вам такую вещь. Это все ваше. Это все ваши испытания, все ваши уроки, которые вам нужно пройти. Не просто так это все в вашей жизни. Не просто так вы так страдаете и переживаете. У кого-то это карма, а у кого-то это наработка полезных уроков на будущее. Я понимаю, что сейчас многие напишут мне в комментариях, что это все ерунда, что это несправедливо и так не должно быть. Но я не знаю, как вас утешить. Я сама иногда, видя, например, тех же своих клиентов, либо делая гадания, я вижу, что высшие силы, они имеют какую-то свою высшую справедливость, которую нам не дано понять. Да? Либо мы ее можем понять только лишь спустя какое-то время. Я не знаю, утешит вас ли это, либо поможет ли вам как-то принять ситуацию. Знайте, что выход, он есть. И ваш выход, вот он, видите? То есть, если посмотреть на этот песок, это ваше сегодняшнее прошлое, а это ваше завтрашнее будущее. И вы видите, что там все открыто, все красиво, все чисто, там есть любовь, там есть счастье, там есть новая счастливая жизнь. То есть, смотрите, если вы сейчас как будто бы в аду, то следующая ступенька — это рай. Рай и блаженство. Поэтому, мои дорогие, я понимаю, что это не сильно, наверное, вас утешит, но, может, хотя бы эта надежда вам поможет перетерпеть вот эту ситуацию. Эта ситуация скоро закончится. У кого-то уже практически вот осталось там буквально руку протянуть и дверь открыть, выйти из этой ситуации. А кто-то еще, может быть, до конца года. Вы простите, да, до конца года. Здесь просто вышла шестерочка, да, вот как раз-таки конец года, начало следующего года, вот в полгода, да. Немножечко еще придется потерпеть, мои милые. Но меня утешает то, что я вижу, что вы сильная, либо сильный мужчина. У вас есть сила, у вас есть выдержка, и вы, несмотря ни на что, вот какие-то борцовские качества, да, в себе открываете. Вы не адаптируетесь, вы не привыкаете к этой плохой ситуации. Вы стараетесь быть выше, чем эта ситуация. А это намного лучше. Так, еще, мои милые, у вас с этой стороны идут люди, которые из вашей жизни отпадают. Смотрите, и вот это отпадение этих людей, уход из вашей жизни, выход из вашей жизни, вас тоже меняет, и вашу жизнь меняет, вашу судьбу меняет. Во-первых, у вас есть женщина-враг, женщина достаточно жесткая, женщина, которая притворяется, которая старается вам помогать, что-то для вас делать. Но она на самом деле нет, она не хорошая. У нее крест, эта женщина порчена, либо с подселенцем. Эта женщина была хорошей, но ее испортили. И вместо того, чтобы бороться за себя, вот у нее был выбор. Либо идти молиться и просить спасения для себя, для своей души, либо скатиться по легкому пути вот в эту клоаку ненависти и злобы. Она выбрала
Второе, самый легкий путь. Эта женщина, она вроде как бы неплохая, но вы за ней замечаете, она иногда очень сильно негативит. Очень сильно негативит по отношению к другим людям. То есть какая-то прям злоба из нее брызгает. И вы это замечали. Возможно, это вас уже даже пугало в ней. Если это ваша близкая родственница, то вы можете попробовать ей помочь. Ее нужно просто, я не знаю, за руки, за ноги в храм вести. Будет сопротивляться, будет там смеяться, будет... Ну, в общем, придется попадаться с ней. Но я вижу, что вы справитесь. Если это просто вам чужой человек, даже как сильно бы вы там ее не любили как сестру, пусть уходит. Здесь только лишь родственник родственнику может помочь. Ой, кровь очень важна. Если у вас кровь разная, то пусть уходит. Вы ей не поможете, вы только сами запачкаетесь в эту грязь. И я вижу, что эта женщина уйдет из вашей жизни. Вот у большинства отыграется, что она уйдет. И вот этот крест, который она для вас готовит, понимаете, она для вас какую-то неприятность готовит, она с собой заберет. Дальше я вижу этого человека, который сейчас на вас очень сильно психологически влияет. Этот человек, он успокоится, и он, ну, смотрите, если это какой-то ваш мужчина, бывший, настоящий, какой вас мучил, да, то у этого человека совесть, конечно, не заиграет, но у него по здоровью проблемы начнутся, и он больше займется своим здоровьем, и вам как поблажка будет как возможность передохнуть и выдохнуть и выйти из этих сковывающих вас обстоятельств. А у других, наоборот, благодаря тому, что вот по здоровью у него проблемы начнутся, он подобреет, он откроется и он покается. И здесь, возможно, даже какое-то примирение, либо человек позволит тебе даже помочь. Да? Почему он был злой? Потому что у него проблемы были, да? Либо почему он вас не подпускал? Потому что он зациклен был там на каком-то своем идеале, да, ему казалось, что вот мужчина должен быть сильный и не должен там страдать и переживать. В любом случае, я вижу, что выход у вас есть, отход неприятностей от вас есть, и ваша судьба, ваша жизнь, она выравнивается. Что у нас по итогу? По итогу у нас открытые дороги. Те люди, которые с нами любят нас, они остаются с нами. Мало того, вот если у вас есть детки, и вы переживаете за этих деток, что же будет в будущем, как у них сложится там работа, дом, семья, все будет прекрасно, потому что здесь домик вышел, видите? И по второму человеку то же самое. Если человек, это второй, это может быть кто-то из ваших родственников, да, здесь, если, например, дети, то здесь родственники могут быть. Там, например, вы переживаете за престарелых родственников, у них там тоже все хорошо сложится. Но самая главная картина — это вы и ваше будущее. Здесь чаша любви, чаша счастливого брака и счастливых отношений. Два человека. Вот как полагается, смотрите, женщина слабенькая, да, женщина, мама, душа, а мужчина сильный. И вот этот мужчина — это по судьбе мужчина. По судьбе, и этот мужчина примет. Но это не обязанность, да, это его сознательный выбор быть с вами, это его зов души, это его предназначение, вот правильное слово, предназначение, чтобы быть с вами, оберегать вас, хранить вас, защищать вас, помогать вам, лечить вас. Что бы с вами ни происходило, он всегда будет рядом. Вот он сильный, он мощный, и он всегда будет рядом. Он всегда поможет, он всегда спасет, он всегда даст хороший, правильный, дельный совет. Мужчина очень, я не знаю, значимый, знаковый, но он как будто бы вот как вы, только вот на несколько ступеней как бы посильнее идет, да, и физически посильнее, может быть, по финансам побогаче, и если там по имуществу у него там позажиточнее он будет. И он с радостью с вами всем этим поделится, с радостью с вами он поделится своей жизнью и впустит вас в свою жизнь, и сделает вас хозяйкой не только своего имущества, но и своего сердца. Это очень хороший знак. Вы знаете, вот я такую вещь скажу, да, что если ваш мужчина где-то сейчас, на сегодняшний момент, не с вами, но где-то он блукает по чужим, может быть, постелям, извините, да, то он вернется. Он вернется вопреки всему. Вот вы сейчас скажете: да никогда не хочу, не буду. Вернется, чтобы стать именно тем, кем ему предназначено, суждено. Вы простите, и вы с ним обнулитесь.
а у других будет идти именно как новый мужчина, который несет счастье, любовь в вашу жизнь. Либо мужчина, с кем вы наконец-таки встретитесь, объединитесь, сойдетесь. Потому что у многих мужчин есть, но какие-то преграды не пускают. Вот так вот, мои дорогие. Любовь полностью поменяет вашу судьбу. На этом у меня все. Желаю вам поскорее встретить эту любовь, дождаться, дотерпеться и уйти от всех неприятностей и бед, которые у вас есть. Спасибо огромное за внимание. Всем пока-пока.